Зимний праздник спорта. Массовая лыжная гонка не первый год проходит в нашем районе и остается одним из самых спортивных мероприятий. Принять участие в этом зрелищном спортивном празднике может любой, даже ребенок. Это здорово! Лыжня России зовет! Солнце не спеша разогревало зимний день, а от многолюдной толпы рябило в глазах. На старт в этот день вышли все желающие, от мала до велика. Около 50 участников. Любители и профессионалы соревновались в этот день на дистанциях протяженностью 1,5 километров. Сихонкинцы с большим удовольствием из года в год принимают участие в этом спортивном празднике. Радует и то, что к массовой лыжной гонке присоединяются целыми семьями. Для Читы Захаровых этот забег не первый. В подобных соревнованиях они стараются участвовать при каждой возможности, показывая своим наглядным примером, что здоровье, спорт и хорошее настроение – это их ежедневные спутники на протяжении многих лет. Мы вышли всей семьей, вот дедушки, я бабушка, дочка, внучки, бегали все, дедушки. Некоторые еще бабушки заболели, просто мы вышли. А то бы еще больше наша семья была бы. Сейчас вот как только зима пошла, как на лыжи встали, мы все вот на лыжах бегаем, на велосипедах, плаваем, плавать любим. Если для одних участие в соревнованиях – это норма жизни, то для других – это очередная проверка их физической подготовки. Людмила Николаева занимается спортом с детства. Частые пешие прогулки с приемами скандинавской ходьбы она практикует в любое время года. Как признается Людмила Васильевна, в школьные годы она принимала участие во многих соревнованиях и почти всегда забирала призовые места. В этом году, после почти полувекового перерыва, она вместе с сыном Дмитрием снова участница соревнований. В своих возрастных категориях они заняли первые места. Меня соседка подговорила, она все, до штанов отдам, сказала, даже спортивный костюм отдам, говорит, только иди. У тебя, говорит, данные сохранились, иди, пожалуйста. За трезвое село, конечно, первым делом трезвое село. Больше молодежи вовлекать надо. Очень радостно, конечно, вот школьники, дети, все хотят, даже с малых лет они хотят на лыжах. Очень приятно вот это осознавать. Среди участников и те, кто профессионально занимается лыжным спортом и участвует уже не первый раз в подобном массовом старте. Здесь и спортсмены-любители, и даже чемпионы Башкирии и участники чемпионата России. В мероприятии принял участие и наш прославленный земляк Минигали Абдулин. И вот старт дан. Участники побежали покорять трассу, преодолевая подъемы и спуски. Кстати, победа в массовой лыжной гонке далеко не главное. Гораздо важнее испытать то потрясающее, невероятное чувство, когда с тобой в едином порыве стартует столько единомышленников. А те, кто пока не смог присоединиться к друзьям и родственникам на старте, пришли в качестве болельщиков. Кто больше переживал на старте, сложно сказать. Одни участвовали впервые, другие – после долгого перерыва. Самой юной участнице лыжни России едва исполнилось 6 лет, а самому старшему участнику – 69. После пробега многие участники и болельщики устремились на запах блинов и горячего чая. Согревшись, взбодрившись, они вновь возвращались к старту, чтобы поддержать других участников. Все победители получили дипломы и памятные подарки. Но главный итог гонок лыжни России 2022 – каждый, кто сегодня встал на лыжи, уже является победителем, потому что все участники зимнего праздника спорта и дружеского общения сделали шаг к главной награде – здоровью, приложив желание, волю и мужество. А значит, цель, которая была поставлена, достигнута. Именно так закаляют характер.